В прошлом году мы отмечали 350-летие Петра Великого и вспоминали огромное количество его деяний. Сейчас же мы обращаемся к событиям, происходившим уже в послепетровское время. И центральный предмет выставки, которая будет проходить в Национальном художественном музее Республики Саха, создан уже через 10 лет после ухода из жизни великого преобразователя России. Но появление этого замечательного памятника, как и появление многих других научных приборов в тогдашней России, было обусловлено петровскими начинаниями. У нас все отсчитывается от Петра. И на нашей выставке показана своеобразная вещественная характеристика результатов петровских дел. На приехавшем в Якутск портрете Петр изображен в европейской традиции как царь-воитель, император-воитель в доспехах. Но даже молодой Петр-воитель, с самого начала своего царствия отстаивавший интересы России на поле брани, еще в период своих первых азовских походов, уже решил совершить большое европейское путешествие с целью научиться самому и научить Россию. Самая устойчивая легенда о Петре – это легенда как о царе-плотнике, поскольку она имеет под собой самые прочные основания. И действительно, Петр был первым работником как и во время своего европейского путешествия, будучи в Европе, так и у себя в стране. Величайшим творением Петра, безусловно, стал Петербург, его парадиз, то есть рай, который он так стремился построить на берегах Невы и проявил в этом величайшую волю. Эпоха Петра Великого ознаменовалась множеством преобразований всех сторон жизни России. Петровские нововведения подняли на совершенно новый, невиданный уровень фундаментальную и прикладную науку в России. А с наукой получило мощное развитие и инструментальное дело. Ведь наука и научные инструменты – это вещи неразрывные. И наука, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, великий русский ученый, начинается там, где начинают измерять. Инструментальное дело, конечно, началось в России и в допетровское время. Мастера-оружейники работали, например, в Московской оружейной палате, которая была известна еще с 1547 года. Работали в допетровской Руси, конечно, и немногочисленные слесаря и часовщики. Однако, безусловно, в то время центрами ремесленного и инструментального производства были европейские города. Крупнейшими из этих ремесленных центров были Аугсбург и Нюрнберг. Сложились инструментальные школы и в Англии. Там мастера образовывали целые династии, такие как Адамсы, Грегори, Рамсдены. И многие инструменты носили имена их создателей. Но бурное развитие промышленности в начале XVIII века, в эпоху мощных петровских преобразований, вызвало подъем и настоящий расцвет изобретательской деятельности в России. Появилось множество изобретателей. Например, тульский оружейник Марк Васильевич Красильников становится автором Тульского оружейного завода. Ему же поручается и наблюдением за строительством завода в 1712 году. Яков Трофимович Батищев изобрел станки для сверления стволов пушек и ружей. Крестьянин Ефим Прокопьевич Никонов в 1718 году изобрел, а в 1724 году провел испытания и построил так называемое потаенное судно. Это была фактически первая подводная лодка в России. Выдающийся инженер-самоучка, гидротехник и судостроитель Михаил Иванович Сердюков прославился строительством Вышневолодской водной системы. Тогда же, в начале XVIII века, было положено в России начало и техническому образованию. В самом начале 1701 года в Москве по указу Петра I была создана школа математических и навигатских наук. Эта школа была учебным заведением для подготовки механиков, навигаторов, математиков, артиллеристов и астрономов. В школу были приглашены преподаватели из Англии.
При навигатской школе работала небольшая токарная мастерская. С нее началась токарная мастерская Петра I. В то время это была небольшая мастерская, оснащенная самыми простыми токарными станками. А в конце первой четверти XVIII века токарная мастерская Петра Великого совершенно справедливо могла уже считаться центром приборостроения в России. Токарное художество, как известно, стало одним из самых легендарных и известных занятий Петра. Вообще, занятие токарной работой было очень популярным и даже модным среди европейских правителей и монархов. И, по их примеру, Петр I тоже создал у себя свою придворную токарную мастерскую. Руководителем токарной мастерской в Москве стал немецкий механик Иоганн Блеер. Он был приглашен Петром I еще в 1700 году для работы на московских монетных дворах. В собрании Эрмитажа сохранился небольшой медальерный токарно-копировальный станок работы Иоганна Блеера, созданный им в 1704 году. В навигационной школе учился и работал в токарной мастерской под руководством Иоганна Блеера будущий великий русский механик Андрей Константинович Нартов. На этом портрете он изображен уже как прославленный русский механик и изобретатель, руководитель придворной токарной мастерской Петра I. На груди Нартова мы видим медальон с профильным портретом Петра Великого. И это не усыпанный бриллиантами медальон с портретом императора, которым одаривали монархи своих придворных. Это деревянный медальон, выточенный на токарном станке самим Петром Великим. А такое изделие было дороже золота и бриллиантов. Изделия собственного изготовления были самыми дорогими подарками, которые принимали европейские правители из рук русского царя. В токарной мастерской, или попросту токарне, в годы ее расцвета находилось 3 десятка токарных станков самых разных конструкций. Располагались они во всех резиденциях Петра, а в частности и в его зимнем доме, Зимнем дворце на набережной Невы в Петербурге. И на настоящее время до нас дошло лишь 12 станков из Петровской токарной мастерской. Станки Петровской токарной мастерской ныне украшают основные экспозиции Государственного Эрмитажа. И главным образом они представлены на экспозиции галереи Петра Великого в Зимнем дворце. В токарне работали как русские, так и приглашенные европейские мастера. Руководителями мастерской, как ее в московский период, так и в петербургский, который начался с 1712 года, когда столица была переведена в Петербург, были европейцы. Главным мастером петербургской токарни стал приглашенный из Италии мастер Франц или Франческо Зингер или Зенгер. Он работал во Флоренции при дворе великого герцога тосканского Козимо III Медичи. Франц Зенгер был приглашен в 1711 году в Россию и проработал здесь, в Петербурге, руководителем токарной мастерской Петра до своей смерти в 1722 году. Сменил Зенгера Андрей Константинович Нартов, который оказался самым гениальным учеником своего европейского наставника. И Андрей Константинович Нартов, безусловно, превзошел своего учителя и стал автором множества изобретений. Это и разнообразные конструкции токарных станков, это и самые разнообразные станки и механизмы, применяемые на оружейных заводах и в других областях промышленности. Однако в придворной токарной мастерской создавали не только самые передовые конструкции токарно-копировальных станков и высокохудожественные токарные изделия, но и промышленные станки, и механизмы, и научные приборы. В 1724 году была основана Петербургская академия наук. Проект Академии наук и художеств составил в 1724 году, в декабре 1724 года, для Петра Великого именно Андрей Константинович Нартов, гениальный механик. В
В 1726 году при Академии начали работу две инструментальные мастерские, а именно оптическая и барометренная, то есть для изготовления барометров. Они, эти две мастерские, и стали основой инструментальной палаты Академии. Инструментальные мастерские были созданы усилиями первого президента Академии наук лейб-медика Лаврентия Лаврентьевича Блюментроста и бывшего тайного кабинет-секретаря Петра Великого Алексея Васильевича Макарова. После смерти Петра Макаров занял ту же должность – кабинет-секретаря при дворе Екатерины I. Одним из инициаторов создания инструментальных мастерских при Академии наук был и Андрей Константинович Нартов. В деятельности Академии наук с самого начала исключительное значение имел эксперимент. Поэтому ученым требовались самые разнообразные приборы для проведения опытов. Эти приборы и изготавливали по заказам академиков мастера-инструменталисты. Мастера инструментальной палаты работали по заказам академиков и в дальнейшем, в том числе и для великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. В академических мастерских создавались уникальнейшие приборы для научных экспериментов. Академия наук сыграла решающую роль для развития научного приборостроения в России. Академия исключительно мощно стимулировала это развитие. Русскими мастерами за краткое время был пройден путь развития инструментального дела, который занял в европейских странах многие десятилетия, а подчас даже столетия. Наряду с иностранными учеными, которые в Петербургскую академию были приглашены еще Петром I, приглашались и иностранные инструментальные специалисты. Однако с ними работали и их русские ученики, и это было принципом, который проводил в жизнь Петр I. Развитие Академии наук и академических учреждений в первые годы после Петровской эпохи продолжало идти по пути, предначертанному Петром Великим. Но это было уже новых правителей – Екатерины I и Анны Иоанновны. И многие аспекты, которым посвящена наша выставка и с которыми связано наше повествование, определялись уже их волей. Именно во время правления Анны Иоанновны в мастерских при Академии наук, объединенных под названием инструментальной палаты, и были созданы сферические солнечные часы, которые представлены на нашей выставке. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 3 июля 1735 года появилось известие. Во вторник, то есть 30-го дня прошедшего месяца, поднес господин камергер фон Корф императорскому величеству всепресветлейшей нашей монархине сделанные при Академии наук универсальные солнечные часы весьма нового изобретения, которые от ея императорского величества всемилостивейшего принятия удостоены. Здесь же было приведено краткое описание часов, и было указано, что в книжной лавке при Академии наук продается полное описание прибора на русском, немецком и французском языках. Прибор этот, единственный из созданных в инструментальной палате Санкт-Петербургской академии наук, снабжен дарственной надписью и официально преподнесен русскому монарху, а в данном случае монархине, императрице Анне Иоанновне. Именно при императрице Анне Иоанновне императорский двор вернулся в Петербург после двухлетнего нахождения в Москве. Фактически это было возвращение столицы в основанный Петром Великим город. Создание нашего замечательного прибора связано с именем приглашенного в Академию иностранного мастера Исаака Брукнера. Но этому предшествовала длинная история. Итак, неудивительно, что первыми мастерами инструментальной палаты, фактически ее основателями, стали бывшие работники Петровской токарной мастерской. Это оптик Иван Елисеевич Беляев и мастер Иван Иванович Калмыков. Калмыков трудился на ближайшего сотрудника Петра I, военачальника и ученого Якова Велимовича Брюса. Иван Елисеевич Беляев начал работать в токарне под руководством мастера-оптика, приглашенного из Франции, Луи или Людовика Шеппера.
Профессия передавалась от отца к сыну, и сын Беляева Иван Иванович заменил скончавшегося в 1729 году Ивана Елисеевича. В академии также работал и другой иностранный мастер Пьер Виньон, инженер по конструированию инструментов астрономических. Так называл Виньона астроном Жозеф Николя де Лиль. Де Лиль прибыл в академию из Парижа еще по приглашению Петра Великого. Астроном де Лиль создал астрономическую обсерваторию в башне здания Кунсткамеры. И в 1725 году Кунсткамера вошла в состав Академии наук. Инженер и механик Виньон приехал вместе с де Лилем летом 1726 года и занимался созданием и ремонтом астрономических инструментов для наблюдательной и аналитической астрономии. Академические мастерские находились в правом крыле здания бывшего дворца царицы Прасковьи Федоровны в Петербурге. Это жена царя Иоанна Алексеевича, брата и соправителя во время совместного царствования в 1682-96 годах Петра I и матери будущей императрицы Анны Иоанновны. Здание бывшего дворца Прасковьи Федоровны находилось на Васильевском острове, вблизи здания Кунсткамеры. И его изображение было включено в серию гравюр Палаты Санкт-Петербургской императорской академии наук и художеств, изданную в 1741 году. Иван Елисеевич Беляев и Иван Иванович Калмыков пришли в инструментальную палату уже мастерами. Это звание зарабатывалось долгими годами работы, вначале в качестве ученика, а затем подмастерья. Режим работы мастеров, окруженных немногочисленными помощниками, безусловно, был зачастую чрезвычайно напряжен. Условия жизни специалистов, в особенности русских, а иностранцы всегда ценились выше, был достаточно тяжелым. Вполне понятно, что их подстерегали и различные профессиональные заболевания. И к мастеру-оптику Калмыкову в начале 1730-х годов подкралась слепота. Предположительно, Калмыкову было уже за 60, когда здоровье вынудило его завершить свою деятельность, а в 1734 году мастер Калмыков скончался. И в последние годы под началом Калмыкова стал работать совсем молодой ученик Петр Осипович Голынин. На замену мастеру Калмыкову был определен упомянутый нами французский мастер Виньон, но он должен был отправиться летом 1733 года в Камчатскую экспедицию Академии наук. Однако ж по определению канцелярии Академии делание инструментов математических не должно останавливаться. Поэтому было решено пригласить специалиста, который должен был заменить и Калмыкова, ушедшего из профессии, и Виньона, уезжавшего в экспедицию. И вот этим приглашенным мастером и стал уроженец швейцарского города Базеля Исаак Брукнер. В то время, к сожалению, среди русских мастеров не было мастера столь высокой квалификации. Брукнера рекомендовали трое академиков Петербургской академии. Это были математики Леонард Эйлер и Якоб Герман, тоже уроженцы города Базеля, а также учившийся в Базеле физик Даниил Бернулли. В начале лета 1733 года Брукнер прибыл в Петербург, и 8 октября того же 1733 года Академия заключила с Брукнером, который именовался королевским географом из Касселя, контракт на 4 года. Брукнер предоставил в Академию образцы своей работы – 2 географические карты. За время работы в Академии Исаак Брукнер создал некоторое количество инструментов, в их числе астролябия и наши сферические солнечные часы. Брукнер был также автором ряда теоретических идей и прикладных изобретений. В соответствии с академическим контрактом Брукнер имел учеников и обучал их инструментальному делу и принципам геометрическим. Учеником Брукнера был и Петр Голынин, вскоре ставший подмастерьем. Брукнер работал не только в Академии наук. Под его руководством была возрождена после пожара в 1731 году гранильная фабрика для обработки мягких камней. Эта фабрика была основана в 1721 году Петром Великим в его пригородной резиденции Петергофе. Летом 1735 года императрица Анна Иоанновна повелела построить фабрику на прежнем месте по проекту Брукнера.
А через год, летом 1736 года, шлифовальная мельница уже работала. Но самым интересным произведением Брукнера, безусловно, стали сферические солнечные часы, выполненные в виде земного глобуса и поднесенные императрице Анне Иоанновне. Проблема измерения времени в начале и в первой половине XVIII века была одной из основных проблем практической астрономии. Ведь именно солнечные, а также лунные и звездные часы именно измеряли время, в отличие от механических или колесных часов, которые это время хранили. И надо сказать, что хранили, причем до изобретения высокоточных хронометров, не очень аккуратно. И механические или колесные часы постоянно нуждались в подстройке или поверке по часам солнечным. В целом наш прибор представляет собой земной глобус на круглой плоской подставке. Общая высота нашего прибора около 30 сантиметров, а диаметр глобуса 16 сантиметров. Существует современная часам-гравюра, а на ней прибор покоится на изысканном постаменте. Сами пропорции изделия требуют его установки на более высокую подставку, нежели та, которой он снабжен, то есть плоский диск. И поэтому при недавней реставрации часов и был изготовлен экспозиционный постамент. Прибор выполнен в виде земного глобуса. Шар, изображающий Землю, находится на оси, закрепленной в меридианном полукольце. Полукольцо, в свою очередь, проходит через обойму в вертикальной стойке, прикрепленной к круглому основанию. На полукольце гравировкой нанесена шкала широт. Обойма снабжена 3 винтами для фиксации полукольца, а на стойке имеется указатель для установки положения полукольца и, следовательно, наклона оси шара. На основании прибора находится компас, необходимый для установки положения прибора по сторонам света. Подставка снабжена 3 установочными винтами, необходимыми для того, чтобы прибор находился строго горизонтально. В полукольце, кроме земного шара, на его же оси подвижно еще закреплена и система из 4 жестко соединенных друг с другом колец. Это кольцо-меридиан, причем внутренняя сторона подвижного меридиана, то есть обращенная к шару, она заострена и имеет клиновидную форму. Это 2 параллельных кольца, пересекающих меридиан под углом к оси шара, и экваториальное часовое кольцо. На кольце-меридиане имеется трапециевидная конструкция с отверстием очень малого диаметра, так называемым диоптром. Напротив него на меридиане находится серебряный прямоугольник с перекрестием. Эта конструкция, по сути дела, и представляет собой самый главный элемент всех солнечных часов, так называемый гномон. Однако у более привычных нам солнечных часов гномон создает тень на часовой шкале, по которой непосредственно и отсчитывается время. Здесь же гномон, наоборот, создает световое пятно, которое необходимо определенным образом сориентировать. Слева от гномона широкая календарная шкала, а сам гномон снабжен указателем. Вместе с гномоном будут менять свой угол и те 2 параллельных кольца, которые пересекают меридиан под углом к оси шара. При работе с солнечными часами требуется произвести определенные действия. Во-первых, по компасу требуется установить прибор в направлении север-юг. Тогда плоскость держащего шар полукольца тоже будет установлена по оси север-юг. После этого требуется установить наклон земной оси в соответствии с широтой места, где производится измерение времени. Для этого на полукольце нанесена градусная шкала, а на стойке имеется указатель. Затем требуется установить заостренную кромку меридиана над местом, где проводится измерение. Третьим этапом требуется установить гномон в положение, соответствующее текущей дате, двигая его вдоль меридиана до совмещения указателя с текущей датой на календарной шкале. Далее требуется повернуть шар вместе со всей системой колец так, чтобы меридиан
находился под полукольцом. И, естественно, при этом гномон будет повернут к югу. И тогда у нас будет смоделирована ситуация так называемого прямого зенита для нашего местонахождения, то есть для места измерения времени. И в заключение, удерживая шар неподвижным и поворачивая систему колец, надо поймать в диоптер солнечный луч, чтобы светлое пятнышко упало на линию север-юг перекрестия. И теперь, когда мы достигли этого состояния прибора, он позволяет узнать время не только в том месте, где он находится, но и в любой точке земного шара. Экваториальное часовое кольцо имеет двойную разметку от часа до 12, а на шаре размечены меридианы через 5 градусов. Рядом с часовой шкалой экваториального кольца каждый меридиан разделен дополнительно еще и пополам. То есть цена деления получается 2,5 градуса, что соответствует 10 минутам времени. И таким образом, двигаясь от любой точки земного шара по меридианам к экваториальной часовой шкале, можно определить время в любом месте Земли. Сторона меридиана, обращенная к Солнцу, имеет надпись «половина сферы освещенная», а обратная – «половина сферы темная». Два тонких параллельных друг другу кольца, пересекающих меридиан, несут на себе надписи. Одно – горизонт Солнца, а другое – круг зарей. Эти кольца наглядно показывают те части земного шара, где в данный момент Солнце стоит над горизонтом, где вечерняя заря, где утренняя. Также прибор позволяет решать задачи прикладной астрономии, определять склонение Солнца и его место в эклиптике, определять время восхода и захода Солнца в любом месте земного шара, определять время утренней и вечерней зари и многое другое, в том числе и обратные задачи, например, определение дня текущего месяца. Причем все надписи на карте Земли сделаны на русском языке, поименованы основные страны и города, показаны материки, границы между странами, рельеф и основные реки. Очень интересно, что показана территория современной России, показана как европейская часть России, так и ее центральная и восточная часть за Уралом, Сибирь и место нынешней территории нынешней Якутии вполне определяется по показанной реке Лена. Часы демонстрировались в Академии наук 20 января 1735 года, а 30 июня были преподнесены императрице Анне Иоанновне, президентом Академии, или, как тогда говорили, главным академией-командиром Иоганном Альбрехтом Корфом. По восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны Брукнеру были заказаны аналогичные часы. Они были исполнены и поднесены Елизавете Петровне в Санкт-Петербургу в 1746 году. Ныне эти часы хранятся в Москве в оружейной палате. Талантливый русский ученик Брукнера Петр Осипович Голынин был при своем наставнике в период работы над этим замечательным прибором. И это и позволяет утверждать, что Голынин также участвовал в его изготовлении. Известно, что он изготавливал компасы, астролябии и чертежные инструменты, а также инструменты для участников Второй Камчатской экспедиции 1733-42 годов под руководством академика Миллера. С 1743 года Голынин работал под началом великого русского изобретателя Андрея Константиновича Нартова, бывшего личного токаря Петра Великого. В то время уже Нартов стал руководителем инструментальной палаты. В дальнейшем Голынин работал для физического кабинета Академии по заказам академика Крафта и астрономической обсерватории по заказам академика Делиля. В 1740-х годах, то есть уже в правлении Елизаветы Петровны, Голынин работал по заказам великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова и академика Рихмана. В частности, Голынин делал для Ломоносова микроскоп и магниты. Голынин, в свою очередь, стал наставником для будущих известных мастеров инструментальной палаты Филиппа Никитича Тирютина и Николая Галактионовича Чижова.
Во время правления Екатерины I, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II была создана и достигла расцвета инструментальная палата Академии наук. В 1766 году инструментальная палата была реформирована, а с 1769 года механиком Академии наук был назначен Иван Петрович Кулибин, великий русский механик и изобретатель. При нем мастерские достигли новых больших успехов. Показанная хронология позволяет понять развитие механических искусств в первой половине XVIII века и во времена царствования Екатерины II. Правление Елизаветы Петровны ознаменовалось созданием в 1757 году Академии художеств. И в стенах Академии художеств в 1770-е годы, уже во времена Екатерины II, начали свою работу инструментальный и часовой классы. Они ознаменовали собой уже новый период в развитии механических художеств в России. Представленный на выставке в Национальном художественном музее Якутии памятник гномонике, то есть науки о солнечных часах, является, как мы увидели, и ярким памятником эпохи в истории России. Этот очень красивый и великолепно сохранившийся прибор находился в собрании Зимнего дворца. Впоследствии он перешел в собрание музея, основанного Николаем I императорского Эрмитажа. Он хранился в библиотеке отделения древностей вместе с глобусами и армиллярными сферами, а затем часы находились в исторической библиотеке. 5 мая 1916 года часы были переданы в галерею драгоценностей. И это как нельзя лучше характеризует то большое значение, которое придавали прибору ученые-хранители Эрмитажа. После Октябрьской революции 1917 года солнечные часы продолжали находиться в коллекции Государственного Эрмитажа. В 1932 году они были переданы в Музей Института истории науки и техники. К сожалению, и институт, и музей ждала печальная судьба. Директор института Николай Иванович Бухарин был репрессирован, и институт и музей расформированы. Только после Великой Отечественной войны вся техническая коллекция музея Института истории науки и техники пополнила фонды отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа. Там часы находятся и сейчас, являясь украшением фонда научных приборов и инструментов. Оригинальная конструкция этого шедевра механического искусства достойна подробного показа и объяснения. Это и будет сделано на выставке, посетители которой увидят как и сами часы, недавно прошедшие полную реставрацию, а также и разнообразные материалы, поясняющие и иллюстрирующие устройство часов и порядок работы с ними. Образ эпохи создадут представленные на выставке портреты Петра Великого, императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины II, а также замечательный панорамный вид Санкт-Петербурга последних лет царствования императрицы Екатерины II. Полотно представляет панораму зданий Дворцовой набережной, Зимнего дворца, зданий Эрмитажа, в том числе Северного павильона Малого Эрмитажа и Старого Эрмитажа, и Эрмитажного театра. Они ныне и составляют главный музейный комплекс Государственного Эрмитажа. Множество научных инструментов, хранящихся в Государственном Эрмитаже, служат памятником замечательным мастерам, их создавшим. Великие ученые-академики и русские мастера-инструменталисты снискали бессмертную славу российской науке и инструментальному мастерству.